Депутаты Госсовета Республики Коми выполняют наказы интинских избирателей. Благодаря инициативе родителей, чьи дети занимаются в секции самбо, в спортивной школе «Юность» появился новый борцовский ковер. Новый ковер сейчас находится на складе в главном отделении спортивной школы «Юность». На данный момент он в разобранном состоянии. Мягкие маты и покрытие ждут своего часа. В конце месяца борцовский ковер соберут и будут использовать для проведения городских и республиканских соревнований. Это классический борцовский ковер 12 на 12, классической расцветки. Сразу хочу поблагодарить избирателя за проявленную инициативу. Сейчас для спортивной школы не будет необходимости снимать ковер в здании, находящемся популярной 18, да, где тренируются борцы, переносить его на Лунина 7, чтобы провести какие-то турниры городские либо республиканские. Поэтому в ближайшее время у нас будет проводиться республиканский турнир памяти Лунина по спортивной борьбе. Поэтому этот ковер будет использован в полной мере. Это очень радует, освобождает нас от каких-то лишних хлопот. И на будущее, конечно, он будет использоваться в городских турнирах по самбо. Также 21 октября планируется провести городской турнир по самбо в честь Дня города. Эту дату мы только сегодня определили, потому что получились там небольшие накладки. Были согласованы дата с тренером. Будем рады видеть всех наших горожан на этом турнире. И на следующий день уже будет турнир памяти Лунина, а уже по вольной борьбе. Всех приглашаем. В Инте активно развивается отделение самбо. Воспитанники этой секции показывают высокий уровень мастерства, завоевывая награды на различных соревнованиях. В секции занимается порядка 30 юных интинцев. Сейчас они базируются в отделении школы «Юность» в здании бывшей школы номер 1. Мой сын уже несколько лет регулярно посещает секцию самбо. Наши тренера Сергей Валерьянович и Шабан Зейналович очень трепетно и душевно подходят к подготовке спортсменов. Спасибо им большое. Благодаря им мой сын получил уже большое количество медалей. Он является чемпионом республики в своем весе и участвовал в соревнованиях в различных городах. Мы выбрали этот спорт после занятий различными видами спорта. И как оказалось, что самбо – это то, что нужно моему сыну. Борцовский ковер по заказу изготовила фирма «Россамбо» в городе Екатеринбург. Его стоимость 145 тысяч рублей. Доставка до Инты обошлась еще в 40 тысяч. Инициаторами приобретения нового инвентаря стали родители, которые напрямую обратились к депутатам Госсовета Республики Коми. Нормальное желание родителя, сделать для своего ребенка что-то хорошее. Естественно, мы хотели бы, чтобы наши дети занимались в хороших залах, на хорошем оборудовании. Но не всегда это получается. И мы, как родительский комитет, обращались, чтобы у нас был новый ковер. В частности, мы обратились к Наталье Геннадьевне, депутату Госсовета от ЛДПР, которая помогла и смогла осуществить покупку ковра. Большое спасибо Шустенкову Константину Константиновичу, который участвовал в этом процессе и трепетно относился с пониманием к нашему родительскому желанию. Когда деньги были выделены, то в Инте мы нашли большое участие. Вадим Игоревич, Ольга Александровна Юкса нашли деньги на доставку ковра. И, наконец, ковер у нас. Мы очень благодарны. Тренера очень рада, что это будет новый ковер, и наши дети будут заниматься на хорошем качественном оборудовании. Новое спортивное оборудование пока планируется использовать только для проведения крупных соревнований на базе центрального отделения школы «Юность». Он будет стационарно находиться на Лунина 7. Никуда его мы не будем перевозить, потому что там, где тренируются наши вольники и самбисты, достаточно новые ковры, новые покрытия. Покупка этого ковра позволит проводить республиканские соревнования в нашем городе не только по самбо, но и по другим видам борьбы. И это означает, что спортсмены из других городов, с Воркуты, Печоры, Усинска, Сыктывкара приедут к нам, и наши ребята разного возраста смогут все попробовать свои силы, даже те, кто не могут выехать в другие города.
Сборка такого ковра занимает не так много времени, в районе 2 часов. Очень удобно достать маты со склада, быстро разместить их в спортивном зале и установить покрытие, провести соревнования, потом убрать борцовский ковер и беспрепятственно продолжать учебный процесс воспитанников других секций.